понять. Я пришел к выводу, что а, если сегодня вы не найдете время для своих детей, не вкладываете в их будущее время и деньги, тогда в старости они тоже не найдут время для вас. Не обижайтесь потом на них. Я повторяю, если сегодня вы не найдете время для детей, помните, что в старости они не найдут время для вас. Уловили? Кто мне понял, ставьте двадцатку. Просто пишите 20, я буду знать. Отлично. Вот, поэтому, если мы сегодня не можем найти для них время, не факт, что они найдут для нас время. Такого не будет. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня выбрали для них время. Сегодня вкладывали в них. Вот как мы воспитываем детей. Вот это метод воспитания, который у нас есть. Либо мы ругаем, либо мы пугаем, либо мы наезжаем, либо мы заставляем, либо мы начнем умолять. Когда наша методика крики, ссоры, то есть это начнем умолять это, потому что нам больно за то, что своего собственного ребенка ругали, тогда мы начнем либо умолять и так далее. А я хочу вам сказать, и то не работает. И то испортит детей. И то. Она вредна, испортит детей. Когда вы наезжаете на ребенка, когда вы ругаете ребенка, вы воспитываете у него не настойчивость, вы воспитываете всего хитрость, воспитываете, то есть вы разбудите и вращиваете в него наглость, вы воспитываете в него ослинский характер. А осел какой бывает? Пока палками не бьешь, не поворачивается. Я приведу пример. У меня была в офисе, мы работали, была одна девушка. Она работала у нас как администратором в офисе. Это мой рассказ 2007-2008 годах, по-моему. Где-то в этих районах, может быть, 9 год. Вы знаете, что было самое интересное? Я задание оставляю, ухожу, возвращаю, месяц проходит, она не делает. Тянет, там туда-сюда тянет и так далее. Думал, ну ладно, наверное, ну один раз она рассказывала, почему не получилось. Я думал, ну ладно, хорошо, 2 раза рассказывала. Потом однажды мне это надоело на самом деле. Я тоже человек, который чуть-чуть горячий. Сейчас стал спокойнее. В тех годах был очень горячий человек, потому что все-таки я вырос в горах, а в горах люди, которые выросли, они очень волевые, вот такой и так далее. Я тоже был такой, пока жизнь мне не помогче, вот такой не стал спокойнее. И вот получилось так, что я так орал на него, так кричал, позвали его по полной программе, так ругал, меня удивило странным образом. За 2 дня или 3 дня она делала то, что не делала 2 месяца или 3 месяца. Меня удивило это. Странно, не понял. Потом через несколько времени это повторялось еще раз. Когда эти вещи 1 раз, 2 раз повторились, я ей позвал. Я говорю, послушай, я не хочу испортить свой характер за тебя. Почему, когда я кричу, ты делаешь, а пока не кричу, ты не делаешь? Она говорит, не знаю. Я тогда начал у нее спросить, садись сюда, объясни ко мне, что, как твое детство прошло? Расскажи мне про свое детство. Оказывается, в детстве его мама постоянно ставила ее в угол, постоянно ругала, чтобы она дома убрала, домашнее задание делала или что-то еще, помогала сестрам и так далее. Вот это стало у него характер. Пока не ругаешь ее, она это не делает. Это, соответственно, метод воспитания мама воспитала у этого ребенка именно упрямство, именно осельский характер. Я это так и называю, ослинский характер. А это ослинский характер ни к чему. Это ни к чему, это ослинский характер. Вы представьте, я эту девушку сказал, если ты не меняешь себя, ты испортишь свое счастье. Муж будет постоянно орать на тебя, начальник будет постоянно кричать, орать на тебя. И всю жизнь вот люди пока не будут на тебя наорать, ты ничего не можешь делать. Она говорит, не знаю, вот я такая. Что значит я такая? Ты этим страдаешь. Наступило время, когда я звал ей, она дрожала, потому что знала, что я буду ее ругать.
Но я понял, что по отношению к ней у меня все плохое просыпается. Все плохое. Я просто её уволил с работы. Я сказал: "Послушай, ты испортишь мой характер, я не хочу с тобой ругаться". Я смотрю, по отношению к ней у меня все плохое. Это злость, это гнев, это раздраженность. А зачем это надо мне? Кто из вас меня понял? Ставьте тридцатку. Возможно, вы являетесь мужем похожей девушки в данный момент. Или, возможно, вы являетесь женой такого мужчины. Пока жизнь не загоняет уголь, ничего не делает. Пока жизнь не давит на него, он ничего не начинает делать. Вы устаете от того, что его уговаривают и так далее. То есть он не самостоятельный, он не старается самостоятельный. А, Поэтому это вот это очень важная вещь. Поэтому, когда вы а, ругаете ребенка, когда вы давите на ребенка, вы его, наоборот, сломаете, вы ему не помогаете. Или наоборот, или вот здесь видите второй пример есть. Второй пример какой? Второй пример, когда вы начинаете постоянно вот сукаться с ним, умолять его и так далее. И он вырастет избалованный. Возможно, вы видели, избалованные дети, они не ценят труд родителей. Полно таких. Полно таких избалованных детей, которые родители очень любят. Да, они заслуживают любовью. Они ваши дети. Но они вырастут, не ценят труд родителей. И они не ценят ничей это труд. Им кажется, что всегда так должно быть. Вот. Понимаете? Они считают, что это родители обязаны. Раз вы меня родили, а вы обязаны это делать. К сожалению, это такое тоже есть. Я скажу, дорогая Лилия. Поэтому вот здесь вот очень важно, когда вы как родители так говорите им, порой где-то ваша любовь между вами и ребенком стоит. Почему из древних времен ребенка отдавали наставнику? Почему? Зачем это надо было делать? Потому что он другой. Между вами и ребенком есть чувство любви, боль, и вы не хотите его обидеть, вы не хотите его заставлять. А если заставить, это отрицательно работает. Ребенок может носить с собой обиду всю жизнь по отношению к вам. А с наставником нет, потому что он посторонний человек. Его нету всегда в вашем доме. Вот это очень важно. Когда вы говорите своему ребенку: "Я хорошая мама", ребенок смеется над вами. Да, 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 какая ты хорошая. Он смеется над вами. Когда говорит: "Я хороший отец" или "Я хорошая мама". А когда наставник говорит ребенку: "У тебя хорошая мама" или "У тебя хороший папа", он совсем по-другому это принимает. Абсолютно по-другому. Это два разных результата дает. Хотя мы говорим про одно и то же человек, но это дает абсолютно разный результат. Вот. Чему мы обучаем вашего ребенка? В нашем протяжении, нашем мастер-классе, что мы обучаем вашего ребенка? Первое. Формирование мышления победителя. Вы согласны, что мышление – фундамент всем? То есть, если ребенок из самого детства формирует мышление победителя, что он начинает понимать, вот это лучше, а это не очень хорошо, а это мне подходит, это не подходит. Когда из самого начала он начинает понять этого, из самого начала, он начинает понимать этого, что, вот смотрите, что такое мышление победителя? Жизнь, скажите мне, пожалуйста, жизнь испытывает нас или не испытывает? Жизнь полно испытаний или просто гладкая дорога для успеха? Вопрос. Полно испытаний. А теперь второй вопрос. Кто из вас хочет видеть своего ребенка успешными? Или вам все равно, кем он станет? Или все-таки, как родители, у вас есть надежда, и вы хотите, чтобы он что-то добился, чтобы он успешно прожил свою жизнь, счастливее жизни? Да? Так, да? А теперь скажите, если мы хотим, чтобы своего ребенка видеть успешным, а по пути к успеху доля жизни, вы понимаете, на доля успешных людей испытаний больше. На доля успешных людей
испытаний всегда больше. А что помогает ему преодолеть эти сложности, это разногласия, это временные трудности, неудачи, потери и не сломаться внутри? Что ему помогает? Это ему помогает только одно – его внутренние ценности. А мышление помогает ему преодолеть. Мышление помогает ему найти новые способы решения задач и так далее. Только мышление помогает человеку эти вещи делать. По-другому никак. Вот оно что. Поэтому, когда у вашего ребенка появится мышление победителя, из любой ситуации он начинает найти выход, он начинает видеть. Например, давайте посмотрим так. Мы говорим обычно мышление. Есть слабое мышление, есть сильное мышление. Есть, например, если так внимательно посмотрим, мы видим такую вещь. Слабое мышление, они видят и на все смотрят как факт. Они говорят, вот, например, мы не говорим сейчас про детей, говорим про взрослых людей. Мы говорим, вот как факт. Вот, слабое мышление. Он смотрит на ситуацию, он смотрит на проблемы жизни и говорит, ой, денег нет, ой, конкуренция большая, ой, там сложности, ой, инфляция, ой, кризис, ой, то 50. Это слабое мышление. А что делает, какое решение принимает тот, у кого активнее мышление? Мышление победителя. Он тоже сами проблемы видит, но он начнет думать, как что изменить. Он видит, что да, все дорого. Он думает, как я могу что-то сделать такое, что было бы выгодно людям и подешевле, значит, я заработал бы на это. Он, понимаете, он видит, что куча людей производит какой-то продукт, а он думает его, как его изменить, как улучшить этот продукт или услуга, чтобы облегчить жизнь для людей. Он знает, что если это сделаю, я зарабатываю больше. Понимаете, вот так появились все продукции этого мира, так появились телефоны, техники, интернеты и так далее, и так далее. Вот это все делали люди, которые имели созидательное мышление. Поэтому, когда мы формируем мышление победителя, у вашего ребенка появится созидательное мышление. Он всегда видит, как решать задачи. А не просто сидит, плакать, жаловаться и так далее. Из любой ситуации он видит, как решение находить. Потому что у него сознание раскрывается. Он видит, вообще мышление имеет 4 параметра. Он начинает все это, он начинает мыслить по-крупному. Он начинает далеко видеть, на 10, 20, 30, 40, 100 лет вперед начинает мыслить, планировать. Он начинает видеть глубину мышления. Глубина начинает видеть корень каждой проблемы. Где проблема? Он начинает это понимать. И он начинает множество путей решения найти. У него масштаб сознания, масштаб мышления меняется. Эти вещи мы обучаем.